Эти ребята, новоиспеченные избиратели, расположились на кампусе университета Огайо, колеблющегося штата, который может стать определяющим для кандидатов в этой предвыборной гонке. Как и многие из их сверстников, они будут голосовать впервые, а вот за кого они пока что не определились. Я не знаю, всплывают такие подробности из прошлого обоих кандидатов, что я уже просто напуган. И Эндрю, и его подруга Люка намерены прийти на избирательные участки. Ребята активно агитируют однокурсников исполнить свой гражданский долг. Как только кто-то начинает говорить: «Да я не пойду голосовать в этом году», то сразу хочется сказать, что этот человек выбрасывает свой голос на помойку. Даже если вы не хотите голосовать, вы должны это сделать, вне зависимости от итогов. Студент-старшекурсник Сет Берт не согласен с такой позицией. У вас есть полное право голосовать или не голосовать. Если вам предстоит выбрать меньшее из зол, то итог голосования никогда хорошим не будет. Я лучше не буду принимать участие. Берт не один. Американцы, родившиеся в конце 20 века, заявляют: они – самое большое по численности поколение в США, и политики должны начать обращать внимание на их нужды и чаяния. Избиратели постарше также не уверены в том, пойдут ли они на эти выборы. На выставке в Кливленде «Рок-н-ролл. Власть и политика» в зале славы рок-н-ролла избирательница Джинджер Каннингем высказала то, что беспокоит многих. Она считает, что ни одного из кандидатов не волнует будущее простых людей, например, ее сына. Я беспокоюсь о нем. Я стараюсь не преувеличивать вещи и отодвигать от себя полную картину, потому что она пугающая. Как и другие музыканты, Стивен Селлинджер говорит, что намерен выразить свой протест, проголосовав за либертарианского кандидата Гэри Джонсона. Это будет моим актом протеста против истеблишмента. Просто отдам свой голос за кого-то другого. Потому что эти два кандидата, да, любой из них, не станут достойными лидерами для страны. Неопределившиеся избиратели и те, кто не намерен голосовать ни за демократа, ни за республиканца, могут оказать влияние на исход выборов. Таких избирателей насчитывается порядка 15%, что в 3 раза больше, чем на последних президентских выборах. Эта прослойка традиционно отказывается голосовать с приближением дня, когда необходимо дойти до участков. Остальные избиратели говорят о своем выборе с большей уверенностью. Однако на этих выборах, отмечают эксперты, кандидаты оказывают поляризующий эффект на весь процесс. Что касается неопределившихся, остается вопрос: они по-прежнему не приняли конкретное решение или они его все же приняли, но просто не хотят о нем говорить? Ответ на этот вопрос страна узнает 8 ноября.